До взрыва осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. То, что мы видим сейчас на экране, документальные кадры. Это самый настоящий ядерный взрыв. И не где-нибудь, а на территории Советского Союза. Нет, на нас не сбрасывала ядерную бомбу ни Германия, ни Америка, ни кто бы то ни было извне. Это дело рук советских ученых и инженеров в рамках так называемой программы «Мирный атом». Ядерные взрывы производились в промышленных целях. И всего на территории Союза их было, только представьте себе, 124. Стерлитамакский район, село Октябрьское. Обычная башкирская глубинка со своей тихой, размеренной жизнью. И сегодня даже не все местные знают о том, что каждый день засыпают и просыпаются рядом с эпицентром атомного взрыва. Эта информация долгое время хранилась под грифом «секретно». Но старожилы хорошо помнят детали, видели все своими глазами. 73-й год. Местный почтальон Елена Кратаева, тогда молодая мама 3 детей, рассказывает, как всех жителей села попросили временно покинуть свои дома. К назначенному часу люди организованно вышли в поле, и в этот момент прогремел взрыв. Толчок. Равновесие, конечно, мы потеряли. Кто попадал, кто сидел. Неприятное вот такое ощущение. У людей, у некоторых печки поломались, потом у некоторых стекла потрескались. Стояли мы на улице. Была погода довольно-таки хорошая. Почувствовали вот именно колыхание как бы земли. И какой-то такой вот далекий гул. Ну, дети обсуждали и спрашивали, что у вас, побилось, разрушилось. Сельской учительнице Нине Крыловой тогда было 24. Вспоминает, в тот день в школе отменили занятия. И это оказалось правильным решением, потому что стены здания пострадали от ударной волны. В школе детей не было, и уже были строители. Вот очень сильно обрушилось, как потолок, и где окна. Уже рабочие стояли, машины, и стекло привезли, и все, весь строительный материал. Взрыв ощутили даже на расстоянии 40 километров в Стерлитамаке. В то время здесь жил и учился в 9 классе историк Рамиль Рахимов. Произошло такое, в общем-то, землетрясение самое настоящее. То есть загремела посуда в квартире. Значит, я удивился, посмотрел, часы остановились, которые настенные были. Я никогда не видел, чтобы часы вот, они тикали, и вдруг перестало тикать. Вот такая тишина странная. Сегодня, спустя 47 лет, попасть в эпицентр ядерного взрыва можно только по спецпропуску и в сопровождении сотрудников особо охраняемого объекта. Сейчас мы подходим к площадке с нагнетательными скважинами. Территория является запретной зоной, ограждена по периметру забором с колючей проволокой. Установлены датчики движения, видеокамеры. Эта территория принадлежит башкирской содовой компании. И то, что случилось здесь в 70-е, было отнюдь не катастрофой, а успешно реализованной мирной атомной программой. Объект Кама-2. Именно здесь, буквально под моими ногами, почти 50 лет назад произошел ядерный взрыв. Но, конечно, ни о каких ядерных грибах здесь не было и речи. Заряд сдетонировал на глубине 2000 метров. 10 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, была лишь в 1,5 раза больше. Но здесь, под Стерлитамаком, благодаря точному расчету советских ученых, атомный взрыв глубоко под землей оказался абсолютно безвредным, рассказывает ветеран содовой компании Николай Мотовилов. Безопасен, это определенно. Потому что мы с вами, если бы не безопасно, мы бы вас сюда не привезли. Весь технологический цикл по взрыву, по его разбуриванию прошел идеально. Ядерный взрыв был нужен для создания огромного подземного пласт-коллектора, в который теперь предприятие сливает свои сточные воды. Николай Александрович поясняет технологию процесса, которым занимались военные. Вначале опустили заряд, потом залили бетоном, потом произошел взрыв. Здесь соединения с атмосферой нет, потому что все залито бетоном. Схематично это выглядит так. Землю пробуривают на глубину более 2 километров. Туда опускают ядерный заряд. Затем скважина полностью по всей глубине заливается сверхпрочным буровым раствором. Дается время на застывание. И только потом взрыв. В результате на глубине образуется не емкость в привычном понимании, а множество трещин в природном геологическом пласту, в который теперь с помощью специальных
насосов под давлением закачивается жидкость. С помощью вот этого насоса ведется закачка дистиллированной жидкости с расходом 135 кубов в час в подземные горизонты на глубину 2 километров. Сюда, к скважине, сточные воды поступают по трубам напрямую с завода, где они предварительно отстаиваются в огромных резервуарах. Гидротехническое сооружение «Белое море». Свое название это место получило еще в 50-е. И совершенно очевидно почему. Цвет воды бирюзовый, как на популярных морских курортах. Такой оттенок за счет того, что вода очень соленая. Температура замерзания минус 11 градусов. Но даже при более низкой температуре она никогда не превращается в твердый лед. Вот как эти искусственные моря выглядят на снимке со спутника. Отсеки четкой геометрической формы. В них так называемая дистиллерная жидкость, не путать с дистиллированной. Это раствор солей, продукт переработки БСК. При производстве 1 тонны соды образуется 10 тонн такой воды. Абсолютно безвредная жидкость – это обычные солевые растворы натрия, хлор и кальция, хлор. В медицине вода для инъекции – это хлорид натрия. Кальций хлористый таким же раствором поливают дороги в городе зимой. Завсегдаты этого места – дикие лебеди. Сегодня мы застали сразу 11 пар. Однако, если сливать настолько соленый раствор в пресной реке в больших количествах, это может нарушить экологический баланс. Именно поэтому стоки по трубопроводу отправляются на объект Кама-2, где и закачиваются глубоко под землю в пласт-коллектор, подготовленный ядерным взрывом почти полвека назад. Если говорить про технологию нынешнюю, она является наиболее эффективной. Это по мировому опыту. В той же Америке, в Соединенных Штатах, порядка 50 скважин работает по этой технологии. Когда говорят, что какие-то емкости переполнены, но это дилетантский такой подход. Емкости как таковой нет. Это огромный пласт-коллектор, который простирается на сотни километров, имеет огромный объем. И переполнить его, это практически невозможно. Вопрос, который сразу приходит на ум: куда же делась радиация? Не выходит ли на поверхность и не попадает ли в грунтовые воды? Провожу замер уровня радиации. Лаборант-дозиметрист выезжает на Каму-2 каждый месяц. Проводит замеры радиации в воздухе, почве и воде. Сегодня показатели от 3 до 6 микрорентген при норме в 35. Образцы проб воды, привезенные с объекта Кама-2, выпаренная вода, вставляем в бета-спектрометр для дальнейшего измерения техногенного радионуклида стронция. Уровень радиации исследуется и на глубине. Для этого по всей территории объекта пробурены специальные наблюдательные скважины. Геофизик с колоссальным 55-летним стажем Валиахмед Вахитов впервые приехал сюда еще до запуска и с тех пор регулярно проводит геофизические исследования от специализированной госорганизации. Все пробы отправляются на анализы в Москву. Мы измеряем во всех скважинах, радиация находится на уровне естественного фона. От 2 до 10 микрорентген в час. При этом сам геофизик живет в соседнем селе. И в безопасности этого места уверен на 100%, ведь от качества его исследований зависит здоровье его семьи. Он объясняет, почему радиация и сточные воды не выходят на поверхность. Все дело в слоеной структуре Земли. Специалисты называют это подземными горизонтами. Рабочий горизонт – тот самый на глубине 2 километров, в котором был ядерный взрыв, выше 2 водоупорных горизонта. Это глина и суглинки, которые не пропускают воду и радиоактивное излучение. Исследователь проводит аналогию со стопкой блинов и вареньем. Вот возьмем блин, несколько слоев, да? Туда протрем в самом низе шприцем каким-нибудь, и туда закачаем внизу. Она наверх не выйдет, она отойдет вот так. Точно так же земля у нас. Это моя любимая лаборатория каротажной станции. Мы здесь живем и работаем, ездим по всей России, делаем геофизические исследования в скважинах. В этой лаборатории на колесах на базе ГАЗ-66 Валиахмед Вахитов объездил полстраны. На его счету трудно представить 19 ядерных взрывов в рамках той самой мирной атомной программы. Челябинск, Томск, Красноярск и многие другие. Подземные взрывы проводили для самых разных целей. Разрабатывали нефтяные и газовые месторождения, искали полезные ископаемые, дробили руду. Внимание! Начинаем геофизические исследования. Приготовиться спуск прибора. Сперва взорвут ядерные бомбы на скважине, а мы геофизические исследования проводим
и смотрим, какая радиация получилась. Гигантской рыбы я видел, Челябинск 65. Там 2-метровый щук я видел. На ужин, на хлеб берем с могильника радиацию, намаживаем и закусываем. Но если без шуток, башкирский геофизик 8 лет проработал еще и в Казахстане на знаменитом Семипалатинском полигоне. Именно там был проведен самый первый ядерный взрыв в промышленных целях в январе 1965-го. Его задачей было создание искусственного озера в засушливой местности. Образовалась огромная воронка. Осталось только прорыть канал и наполнить воронку паводковыми водами. Озеро получило название Чаган. Этот эксперимент оказался не самым удачным. Вода и местность вокруг даже спустя 55 лет остаются заражены радионуклидами. Километра 4 диаметра это озеро было. Ну, я же ходил по этому отвалу от взрыва. Мерил вот радиометром, там 3500 микрорентген показывал, да. Когда проводил, я смотрю, ребята там солдаты работали, я им говорю, солдатам, смотри, здесь радиация. Меня там ругали, зачем говоришь? Ну как не говорят, они же люди. Из 124 взрывов неудачными были признаны еще 2 в Ивановской области и в Якутии. В результате аварий там произошла утечка продуктов радиоактивного распада. Местные жители получили серьезные дозы облучения. Между тем, на территории Башкирии было в общей сложности 7 ядерных взрывов. 5 под городом Мелеузом, они получили кодовое название Бутан. Уже известный нам Кама-2 под Стерлитамаком и Кама-1 недалеко от Салавата. Здесь также был создан подземный коллектор для отходов. На этот раз для завода «Салават-нефтерксинтез», ныне «Газпром нефтехим Салават». По данным ученых, все 7 башкирских взрывов произошли без утечки радиации. Приезжали комиссии, которые делали замеры радиоактивного фона возможного. Иногда вот ходят, что вот там радиоактивность была. Не было. Это вот то, что гарантировали, что не будет радиоактивности, вот оттуда. Это было точно. То, что у нас происходит в атмосфере, здесь оно скапливается в течение суток. Аэрологическая станция Уфа-Дема работает с 1957 года. Здесь измеряют бета- и гамма-излучение в атмосфере региона. Наиболее опасен для человека гамма-диапазон. Подобные наблюдения проводятся ежедневно в 34 точках по республике. И за все время, говорят специалисты, в Башкирии ни разу не было зафиксировано превышение радиационного фона. Средний показатель 11 микрорентген, по юго-востоку 23. Для сравнения, критическим считается показатель в 60 микрорентген. Повышенный, как если можно так сказать, фон отмечается по юго-востоку. Это Сибай. Это связано с выходом полезных ископаемых и с их добычей. Гранит, базальт и вот эти породы вулканического происхождения. Но все равно это все в пределах естественного радиационного такого фона. Программа «Мирный атом» была свернута в конце 80-х, после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тогда по всей стране, в том числе и в Башкирии, проходили митинги. Общественность была напугана разрушительной силой атомной энергии. Также было остановлено начатое строительство атомной электростанции в городе Агидель, который был создан специально для этого, рассказывает кандидат физико-математических наук Ражаб Юмагужин. Чернобыль – это человеческий фактор. Человек, в принципе, везде может допустить ошибку, любую ошибку. Но здесь цена ошибки высока. Да, вот ошибку исключать надо. Сырье заканчивается, углеводороды где-то через 40-50 лет, запасы исчезнут. А как быть, откуда взять энергию? Только ядерная энергетика остается. Я думаю, что вот атомная энергия принадлежит будущему. Интересно, что, например, во Франции доля ядерной энергетики в энергобалансе страны составляет более 80%, в Бельгии около 40%, в США 30%, а в России менее 17%. Эта тема всегда остается на стыке проблем экологических и энергетических. Но многие ученые верят, что при правильном использовании атом все-таки может быть мирным.